Многие из них продавали свое бывшее жилье, вкладывали сюда деньги. Причем складывали деньги практически полностью, оплачивали по договорам долевого участия. Как ни странно, практически все договоры полностью оплачены были. Но почему-то через некоторое время, как говорит представитель компании, генеральный директор сейчас, Месут Арыджи, который фактическим, в общем-то, хозяином компании являлся и в те годы, какие-то начались финансовые проблемы. Причем какие именно финансовые проблемы, он никогда не озвучивал. Ни тогда, ни после, ни в течение 10 этих лет. Что за финансовые проблемы возникли, непонятно. Перестало производиться строительство, и не было никаких денежных средств. То есть все, что дольщики вложили сюда, куда-то делось, испарилось. Все, что мы видим сегодня, это то, что имеется каркас из 8 этажей наверх над землей и 2 этажа вниз. В общей сложности 10 этажей было возведено. На этом все заглохло, затихло. Данный объект начали строить на 5 земельных участках. 5 земельных участков собственников земли, на которых решили расположить этот участок, они предоставили свои земельные участки с тем, чтобы потом в дальнейшем стать собственником, естественно, квадратных метров в этом объекте, в строящемся. Абсолютно нормальные, казалось бы, взаимоотношения. Но у них были взаимоотношения с Мастер Групп в качестве лиц, которые совместно осуществляют деятельность по строительству. Они заключили соглашение о совместном участии в строительстве. Это были собственники земельных участков и ОСО Мастер Групп. Через некоторое время, когда вот эти финансовые проблемы начались, эти собственники земельных участков вначале решили расторгнуть с ними договор о совместном сотрудничестве в строительстве, расторгли, одна из них, и при этом, при расторжении договора, когда уже была возведена коробка в 8 этажей, по их договору о расторжении, вот эта коробка, которая стоит, например, на участке одной из, она перешла к ней в собственность. Как понять? По этому поводу ведутся споры в течение всего этого времени. И никак не могут собственники земельных участков, это 2 участника, которые хотят забрать просто это здание, все, это Кыргызбаева и Савоськова. Эти имена прекрасно все знают, фамилии, да, они участвуют в судебных заседаниях. Вначале они просто хотели расторгнуть свой договор и забрать вот эту строящийся, уже построенный объект. Просто себе в собственность, хотя вложили только земельные участки. Но в этом году они просто превзошли вообще все, что я никогда в жизни такого не видела, как юрист, как адвокат. Они подают иск о том, чтобы просто Госрегистр обязали аннулировать регистрацию всех договоров долевого участия в этом доме. То есть дольщики в течение этих 10 лет, они заключали договоры долевого участия, оплачивали практически полностью по договорам, есть квитанции у всех имеются, и прошли регистрацию в Госрегистре. Так теперь просто хотят взять и аннулировать регистрацию. Ну, такое вообще, в принципе, по закону, по законодательству не предусмотрено. Мы лично вложили, семья наша, 150 тысяч. Это одна трехкомнатная квартира и один офис 75 квадратных метров. Обращались к президенту, у нас даже была встреча с президентом. Он обещал нам помощь, но результатов нету на сегодняшний день. И говоря о том, что происходит сегодня, я бы сказала, что мы встали сейчас перед беззаконием и вариантом государственного протекционизма. Когда я говорю об этом, я имею в виду Нурлана Джапарова, это младший брат Акылбека Джапарова, жена которого является землевладелицей. У нас сейчас судебные дела идут против 2 землевладельцев, Савоськова и Кыргызбаева. Кыргызбаева является женой как раз Нурлана Джапарова. Теперь они выдумали, что вы никто, а мы владельцы этого дома, и хотят нас вообще выкинуть из этого общего списка. И наши договора, которые были, а юридическую силу и имеет этот основной договор, да, считают, что они не имеют никакой юридической силы. Моссоветте квартирам бар болчу, ошону сатып, анан балама квартира алып койгом. Бу жерде 67 квадратный метр убагында. Ошондо получается мен сразу алган жок, не из-под котлован, а кийинчерээк алып калдым да. Анан ал убакта стройка жүрүп аткан, собственно эле, ишенимдүү эле алганбыз. Абдан жакшы Мастер Групп, жакшы мындай жакшы деген эмеде болчу да. Анан ошо көп узабай эле, анан эле соттор башталды. Бесконечный соттор башталды. Ошо 10 жылдан бери, 8 жыл болду, соттошконубузга 8 жыл болду. Ошо соттон башыбыз чыкпайт.
Анан эмне деген ой кетет анан кийин? Ой кетет, бул кимдин колунан келет? Только жогору жакта бир высокопоставленный чиновниктин колунан келе турган нерсе 10 жыл бою кыймылдатпай ушуну басып турушчу. Туурабы? Же мен туура эмес айтамбы? Же болбосо кимдин колунан келет? Ушунча кишилер акчасын салып ала албай жүрүшөт. Көз көрүнө сот болуп атат да, дольщиктер толтура. Анан Верховный сотто болду да, ушу тигилердин адвокаты бар, биздин адвокатыбыз бар. Тигилердин адвокатын унчукпайт, какпайт, силкпейт, угат, суроо берет, до конца угушат да. Анан биздикине келгенде эле, биздин адвокаттарга Елена сүйлөйт, же болбосо Элдар сүйлөйт. Аларды болду, токтот, отур, сүйлөтпөй коет. Ачык айрым эле, көз көрүнө эле. Бул эмне деген, биз кандай мамлекетте жашап атабыз? Садыр Жапаров эмесине чакырган, бир 3-4 кабыл алган, ошондо обещать эткен, жардам берем, арестен снимать этип берем, мындай 3 айда ушуну жардам берем деп. Анан ал болсо ошол ордунда эле калып калды. Кийин эч ким неме кылган жок. Эми бул жер, бул Кыргызбаева Аида деген Нурлан Жапаровдун келинчеги. Нурлан Жапаров кимдин? Акылбек Жапаровдун бир тууганы. Билбейм, инисиби агасы, бирок бир тууганы. Аны элдин баары билет. Эми ага ушундай керек экен, ушул объект аябай ушул көз салып койсо, анда биздин акчаларыбызды бербейби анда? Биздин 40 жылдай акчабызды бербейби кайтарып, туурабы? В Верховном суде, честно говоря, я такого тоже не видела еще в своей жизни и в практике. Когда мы были в Верховном суде, 13 декабря был процесс. У нас там один из судей коллегии, судебной коллегии, он стал выражать, честно говоря, такие умозаключения, а почему, оказывается, кадастру должны были подавать в административный суд. У нас что, у кадастра административный орган? Как какова могла быть реакция, честно говоря, у меня слов не было на это. И как нам дальше рассматривать? Верховный суд не решился вынести решение 13 числа. И 15 января мы ожидаем у нас следующее судебное заседание. И мне очень интересно, что же все-таки действительно, как Верховный суд посмотрит на это. Причем позиция Верховного суда была, мягко говоря, странной. Они полностью расспрашивали представителей Савоськовой и Кыргызбаевой. Даже в суть этого вопроса стали вникать. Но когда стали выступать представители дольщиков, представители ГУ «Кадастр» и спецадминистратор, они прям не давали слова сказать. Вот не надо нам рассказывать, что у вас там по сути. Не надо, вот только вот здесь вот по жалобе. То есть, явно было, говорю, непонятное отношение, честно говоря, предвзятое. Причем один из коллегии, там судебная коллегия из 3 судей, и один судья из коллегии просто даже высказывал, что, оказывается, у нас непонятно кто ГУ «Кадастр», что это не административный орган, это вообще не представитель власти у нас. То есть, я, честно говоря, не знаю, как вообще можно в Верховном суде нам теперь рассматривать дальше это дело. Вот его такие высказывания послужат тем, что спецадминистратор у нас обратился с письмом на имя председателя Верховного суда, чтобы взяли под контроль, как возможно такие вот умозаключения делать при рассмотрении дела. Поэтому на сегодняшний момент все дольщики настолько измучены, уже измотаны, представьте, за 10 лет всем этим, и теперь в ожидании решения Верховного суда, что их просто могут аннулировать записи в госрегистре, записи о регистрации их договоров долевого участия. Как это вообще возможно? Уже дольщики организовали митинг возле Верховного суда, вышли из администрации президента, пригласили, что случилось. Почему? Потому что фигурируют, извините меня, фамилии высокопоставленных чиновников, там фигурировали в ходе митинга. Это фамилия Кыргызбаевой, да, которая является родственником нашего премьер-министра. На ее имя оформлен один из земельных участков. Именно те, которые пытаются забрать эту коробку себе. Пошли, написали заявление уже в ГКНБ к Ташиеву на прием с просьбой, да, пожалуйста, уже примите, но это беспредел просто полнейший. Это вот невозможно. И никто не просил вмешиваться в судебное заседание. А буквально сегодня пришел ответ из ГКНБ, что у вас идут судебные заседания, мы не имеем права вмешиваться, и вообще ГКНБ этим не занимается. У нас ГКНБ занимается терроризмом. Как мы знаем, да, по законодательству, чем занимается ГКНБ. Извините, это вообще, в общем, не наше дело. Мы прекращаем рассмотрение вашего заявления. Вот что дольщики должны на это думать? У нас люди, за это время уже 3 человека умерло, пока вот это все идет, да, не дождавшись своих квадратных метров.